Сцена 12, кадр 1-1, дубль 3. Стоп. Хорошо. Звук свободен. Каждому, кто хоть раз в жизни работал на съемочной площадке, знакомо это чувство. Чувство удивительной солидарности и неподдельного желания быть приобщенным к одной единой цели. Поделиться тем, что так глубоко запрятано в сердце. Это желание зачастую становится навязчивой идеей, которая заражает всех своей одухотворенностью и искренностью удивить этот мир. Всем спасибо. Смена окончена. В этих потаенных комнатах хранится то самое удивительное и порой неразгаданное и необъяснимое – история людей, их мысли и переживания, их действия и поступки. Этот красочный мир минувшей действительности, который не имеет неважных страниц. Центральный государственный архив аудио и визуальных документов стал местом соприкосновения прошлого, настоящего и будущего кинематографа. Эпоха немого черно-белого кино с его характерным мерцанием – это наша история, страницы которой мы перелистываем каждый раз, пытаясь найти ответ на извечный вопрос. Что было бы, если бы не было в России национального кинематографа? Что было бы, если этот самый национальный кинематограф не прошел такие испытания, если бы его дорога не была столь тернистой и сложной? Наверное, уже немногие знают, что в кинотеатрах Советской Татарии каждый художественный фильм начинался с киножурнала «На Волге широкой». Его выпускали документалисты Казанской студии кинохроники, которая была организована еще в 1936 году. Документальные фильмы студии получали высокую оценку на всесоюзных, всероссийских фестивалях и смотрах. Включались даже в каталоги для показа за рубежом. Среди первых фильмов картина о Мусе Джалиле «Жизнь песни» режиссера Юлдуз Карамышевой получила множество премий и была закуплена несколькими странами. Фильм «Эрзя» показали в 90 странах мира. Именно казанские кинематографисты воплотили на экране творчество великого художника, чьи работы до этого пылились в подвалах. Но главное заключается в том, что как бы ни критиковали сегодня советскую систему, именно в СССР кино формировало национальную политику государства. Коренные народы Поволжья, благодаря работе Казанской студии кинохроники, были обеспечены национальным материалом. По объему дубляжа Казанская студия кинохроники превышала Мосфильм. Там переводили только зарубежные фильмы на русский язык, дублировали. А наша студия дублировала и зарубежные, и отечественные фильмы на все языки Поволжья. В каждом городе региона был наш корпункт по съемке хроники и студия звукозаписи для дубляжа. Актеры того или иного города, региона, они приходили и дублировали все эти фильмы. Представляете, какая штуковина? Это было кино от души и для души. Мы сегодня можем долго спорить о том, что у советского кинематографа не было творческой свободы, не было того раздолья, которое нам дала демократия. В любую, даже самую застойную эпоху будут люди, готовые найти способ для самовыражения. Сильное дерево с могучей кроной, чернеющее и высыхающее в конце фильма. Так режиссер Владимир Игнатюк пытался показать извечную метафору жизни. Во время съемок фильма о композиторе Салихе Сайдашеве режиссер картины Шариаздан Сарымсаков сильно переживал, что сохранились не все ноты Сайдашева, что его письменное наследие выглядит так скромно. Потому режиссеру приходилось все собирать по крупицам. Факты, детали, свидетельства современников. Кинодокументалисты – это настоящие исследователи. Они все жили в кино и жили для кино. Они ловили каждый момент из жизни. Завтра уже будет по-другому. Кинооператор Валентин Кузьмин на КамАЗе вел съемки на 40-метровой высоте монтирующегося корпуса литейного завода. Кинооператор Валерий Севастьянов как-то сказал:
что даже в воздухе ему приходилось снимать все без брака и с первого дубля, потому как второго могло и не быть. Режиссер Виктор Беспалов был не только блестящим творческим новатором, но и педагогом, сделавшим многое для становления молодых кинематографических кадров. Люди того времени любили учиться. Они познавали все новое и неизведанное. Они искренне любили свою работу. За создание фильмов «Татарские гармошки», «Кырлай» и музыка Назиба Жиганова режиссер Виктор Беспалов был удостоен Государственной премии ТАССР имени Габдуллы Тукая. Союз – это объединение людей, которые выполнили великую работу. Вот другое слово не могу сказать. Это люди, которые поднимали нефть Татарстана. Этими кадрами пользуется весь мир. Союз – это Нижнекамск нефтехим, его строительство, Нижнекамшина. Это КАМАЗ. Все эти хроникальные кадры и фильмы сняли люди нашего Союза. И сегодня в среде кинематографистов России огромное количество имен. Талантливых сценаристов, режиссеров, операторов, монтажеров, выходцев из нашей республики, многие из которых свою творческую биографию начинали в Татарстане. Известный российский кинооператор Дмитрий Яшонков, снявший такие кинокартины, как «Нирвана», «Сволочи» и «Туман», родился и вырос в Казани. Свой путь в кинематографе начинал на Казанской студии кинохроники. Наша соотечественница – действительно член Европейской академии киноискусства, академик Российской академии кинематографических искусств, известный сценарист, продюсер и режиссер Марина Разбежкина, чьи художественные и документальные фильмы не раз были отмечены на престижных международных кинофестивалях в Амстердаме, в Берлине, в Португалии и Греции, закончила Казанский университет. С 1986 года также работала на Казанской студии кинохроники. Российский оператор-постановщик игрового и документального кино Рафик Галеев свою деятельность также начинал в Казани. В его фильмографии такие известные картины, как «Боксы», «Монгол», «Мамин рай», «Последний бой». Еще один наш земляк. Российский кинооператор Евгений Превин в 2015 году был удостоен награды Берлинского кинофестиваля «Серебряный медведь» за выдающиеся достижения в области операторского искусства во время съемок фильма Алексея Германа-младшего «Под электрическими облаками». Вообще, понимаешь, соображаешь ничего. Как ты будешь... Они живут далеко от своей исторической родины, но не исключают возможность работы в Татарстане. У меня совершенно нет никаких вообще предвзятостей. Наши режиссеры, местные режиссеры, если это хороший режиссер, с удовольствием. Определение профессионального кино в современном мире весьма размыто. Сегодня в российском, в том числе и в региональном кинематографе, снимаются фильмы разного уровня и разными студиями. И, как правило, у каждого снятого фильма есть свой зритель. Кому-то фильм может понравиться, а кому-то нет. Но то, что есть обсуждение, есть зрительская реакция, позиция, уже хороший знак. Это говорит о том, что наши фильмы смотрят. Вот, к примеру, вызвавший весьма неоднозначную реакцию в обществе фильм Салавата Юзеева «Курбан-роман». Сам режиссер назвал свое кино о жизни, о жертве ради любви. Татарстанские фильмы ждут и набрасываются с такой злобной критикой, что такое ощущение, что с цепи сорвались люди, вот, те, которые считают, что понимают в кино. Ведь дело в чем? В России снимается где-то около 100 фильмов в год, допустим. Из них 4-5 нормальных, хороших. И это нормальный процент. В Татарстане снимается в несколько лет один фильм. И все ждут, что он, значит, все тут порвет. Сцена 32, 1, дубль 8. Начали? Сегодня, как правило, очень сложно отследить судьбу картины, потому как у каждой из них разные источники финансирования. Кто-то снимает на деньги инвесторов, кто-то на гранты, кто-то на субсидии от государства. Кинематографисты, как правило, объединяются в команды под конкретные проекты. И в современных реалиях постепенно происходит трансформация такой старой и доброй идеи объединиться всем под одним общим крылом. Союз – это та машина, которая занимается селекцией, как в спорте. Вот есть у нас спортивная команда, они занимаются селекцией молодежи. Союз – это примерно такая же организация должна быть. И к этому бы хотелось бы очень сильно стремиться. Желание жить и трудиться объединенно у кинематографистов было во все времена. Попытки создать некий союз,
который бы решал задачу согласования общих интересов, были предприняты не раз. В 60-е годы появились новые стимулы в виде соблазнительного премьера Союза писателей и Союза художников Татарии. Объединение кинематографистов по профессиональному принципу стало некой отдушиной для творческих людей, мечтавших делать настоящее большое кино. В 1981 году в Татарии был создан Союз кинематографистов. Его первым секретарем был избран Игорь Алексеев. Позднее, в течение 14 лет, Союз возглавлял кинорежиссер Харис Фахруддинов. В разные годы председателями были кинорежиссер Наиль Валитов, кинокритик Роберт Копосов, кинооператор Юрий Гвоздь, кинорежиссер Ильдар Матуров. В 2015 году председателем Союза был избран кинорежиссер Ильдар Ягофаров. Просто Союз как общественная организация, я считаю, что эта система устарела. Мне бы очень хотелось этот вектор поменять, чтобы на базе Союза снимались системные проекты, на базе Союза разрабатывались сценарии, на базе Союза уже готовились серьезные фильмы, документальные, игровые, но именно Союз должен фильтровать профессиональность всех наших игроков на этом рынке. Богатейшая по тем временам организация «Союз кинематографистов СССР» была главным, как сказали бы сейчас, спонсором региональных союзов. Деньги шли из Бюро пропаганды киноискусства. Материально-финансовое благополучие Союза позволяло щедро оплачивать творческие командировки и оказывать социальную помощь любому члену Союза. Именно тогда сформировалась четкая система проката, и кино для государства было одной из главных бюджетообразующих отраслей народного хозяйства. Республика за счет проведения кинопоказа наших фильмов отечественных ежегодно сдавала в бюджет 12 миллионов рублей. 5 миллионов давала только Казань. В новой экономической реальности кино давно перестало быть отраслью с миллионными и миллиардными доходами. В России 2016 год был официально объявлен годом российского кино. Но, глядя на афиши кинотеатров города, становится понятно, что год национального кинопроизводителя пока еще не настал. К концу 90-х годов у нас практически свернулось и фильмпроизводство, и кинопрокат, и кинопоказ. С 1988 года не занимались кинофикацией. Только в 2015-2016 году фондом кино выделены деньги для обеспечения малых городов менее 100 тысяч. И, наконец, произошло возрождение самого кинопоказа, и, соответственно, и подходит уже фильмпроизводство. В России есть гигантский пласт регионального кино, который ждет своего часа. И во многих регионах этот час уже пробил. В Якутии, я вот буквально на днях встречалась, эти фильмы, которые создают якутские режиссеры, они там в прокате на первом месте, там билетов не могут люди достать. Почему такая ситуация именно с якутским кино сложилась? Потому что люди хотят видеть себя, свои традиции. Ну, не знаю, мне кажется, интереснее посмотреть, как живут наши люди. И это ближе, чем там постоянно смотреть там Шварценеггера или других каких-то героев. Воспитание своего зрителя – процесс трудоемкий, но необходимый. Поэтому региональному кинематографу на первоначальных этапах, возможно, нужны понятные, забавные, добрые и искренние истории. Кино, которое сможет передать определенную атмосферу, эмоции, знакомые всем и каждому. Советский кинематограф очень часто обращался к такому понятному жанру, как комедия. Люди такие фильмы смотрели и пересматривают до сих пор. Телефильм «Беренче театр», снятый еще в 1961 году, один из таких примеров. Его даже сложно назвать полноценным художественным фильмом. Он больше похож на телеспектакль, но тем не менее снискал огромную любовь зрительской аудитории. А это и есть главная цель кинематографа во все времена. И для достижения этой цели, как говорится, все средства хороши.
Хронометраж или длительность киноленты не имеет значения. Даже наоборот. Фильмы с коротким метром с каждым годом становятся все популярнее в России. В Татарстане их называют со свойственным колоритом татарометражками. Мы решили что-то такое сделать, чтобы народ просто смеялся, чтобы это было жанровое кино. Тем более вот в татарстанском кинематографе комедий вообще очень мало. Обязательно это на татарском языке, обязательно сочные актеры театра Камала. Вот. Мы решили сделать это смешно, чтобы народ смеялся, чтобы народ шел на это. Татарские телесериалы – это телефильмы с небольшими бюджетами, но народ их смотрит. Люди переживают, пересказывают, делятся впечатлениями и эмоциями. В итоге зритель постепенно возвращается к своим, некогда утерянным национальным истокам, к национальному кинематографу. Современная экранизация знаменитого романа Габдурахмана Абсалямова «Ак-Шашакляр» стала новым способом для возвращения в массы произведений татарских классиков. Именно через экранизацию можно добиться того, чтобы огромное наследие татарской литературы не было утеряно навсегда. У нас все фильмы снимаются хаотично, и в основном они для фестивалей, непонятные сюжеты, чернухи многовато, да, вот, и как-то вот, а что мы такие, что ли? Нам надо снимать красивый Татарстан, красивых людей, красивая история, чтобы мураши по телу бежали, когда заканчивается фильм. В год российского кино в Казани прошла выставка «Казань. Кинематограф из века в век». Сам замысел создания исторической экспозиции был подсказан автором книги по истории кинематографа в Татарстане Еленой Алексеевой. Как развивалось национальное киноискусство, его первые шаги, его взлеты и падения, чаяния и надежды – все то, что стало уже нашим достоянием, то, без чего не может быть кинематографа настоящего и будущего. Тот опыт, который приобретает наша молодежь, это опыт старшего поколения. Опыт, который необходим именно сегодня, когда силен соблазн и национальное кино находится на перепутье. У каждого свое время. Но мы на месте не должны останавливаться. Мы должны двигаться вперед. Сейчас другое время пришло. Время технологий, время игровых фильмов, короткометражных фильмов. Да, в Татарстане это поднимается. Поэтому и молодежь тоже должна появляться. Они неопытные, они набрались этих коптеров, камер, объективов, а внутреннее содержание, его маловато. Поэтому мне бы хотелось, чтобы вот этот был настоящий союз, взаимодействие опытных ветеранов и молодых кинематографистов. Сегодня многие казанские студии успешно работают на федеральных каналах, делают качественные и востребованные мультфильмы там, где за это могут заплатить. Как говорится, спрос рождает предложение. И если бы такое предложение поступило из Татарстана, то кто бы из востребованных специалистов мог устоять? На мой взгляд, мультипликация есть только мировая. Но нет никакой отечественной мультипликации. Если есть «Ежик в тумане», это мировая мультипликация. Она общепризнанно мировая. Если есть специалисты, абсолютно неважно, где они родились и где они были воспитаны, пусть это будут, например, специалисты из России или даже из Татарстана, которые достаточно хороши, чтобы работать на мировом уровне, они будут работать на мировом уровне. Студия «Татар-мультфильм» ежегодно выпускает более 60 минут анимации. Идея создания подобного проекта в Татарстане долгие годы витала в воздухе. Для полномасштабных, крупномасштабных проектов, как полнометражные фильмы, как полнометражные мультфильмы, нужна целевая аудитория. Чисто на татарском национальном характере просто далеко не уедешь. Нужно расширять потенциальную аудиторию. Даже в самую сложную перестроечную эпоху были работы, сделанные на полном энтузиазме. Это кадры из фильма Хариса Фахруддинова «Имам». А это Владимир Игнатюк «Аяз».
Это необычное кино. Возможно, такое, которое никогда не станет массовым. Но у этих картин всегда будет свой зритель, неискушенный и нетребовательный, которому нужно лишь одно – показать душу народа. Если даже мы технически отстаем, допустим, там, от Голливуда, все равно есть такие понятия, как душа, есть тайна народа, есть атмосфера. Поэтому человека всегда будет интересовать всегда что-то новое. В 2000 году Госкомитет Татарстана по кинематографии проводит открытый конкурс литературных сценариев. Сценарий для короткометражного фильма татарского драматурга Мансура Гилязова «Утро при вокзальной площади о брошенных детях» был признан лучшим. Впоследствии авторы доработают материал до полнометражного кино под названием «Куктау. Небесная гора». Фильм этот станет настоящим открытием нового татарстанского кинематографа. Картина получит специальный приз экспертного жюри конкурса «Европейские дебюты» на 45-м международном кинофестивале в Чехии. Приз «Кинотавра» и «Золотой минбар» за лучшую мужскую роль. Фестиваль мусульманского кино в России стал настоящей площадкой для осмысления будущего российского и национального кинематографа. Каждый год фестиваль, который свое начало берет с 2005 года, погружает в атмосферу удивительного мира кино, другого кино, в котором заложены идеи мира, любви, терпимости и веры. Ежегодно на фестивале сотни участников, десятки стран выставляют свои работы. Татарстанские фильмы также не раз получали высокую оценку международного конкурса. Так, в 2004 году режиссер Рамиль Тухватуллин создает исторический фильм-картину «Зулейха» по роману Гаяза Исхаки, который позже критики назовут национальным материалом. Фильм был удостоен приза 3-го международного фестиваля мусульманского кино. Волка пришел! Работа 2007 года режиссера Нурании Замалиевой «Трехногая кобыла» завоевала признание жюри фестиваля мусульманского кино и любовь зрительской аудитории. 130 сеансов прошли в кинотеатрах в больших городах и в районных центрах. В 2009 году молодой режиссер Алексей Барыкин снял художественный фильм «Архимандрит Сергий», посвященный новомученикам Зелантова монастыря. Его премьера состоялась годом позже на международном кинофестивале в Роттердаме. Художественный фильм «Биби-Нур» по роману Аяза Гилязова был признан лучшей игровой картиной 2010 года на фестивале мусульманского кино, также был отмечен на кинофестивале «Евразия» и получил «Серебряного грифона». Фильм, который так просто и понятно рассказал о судьбе татарского народа через судьбу простой женщины. Биби-Нур, главная героиня этого фильма, она получилась чисто татаркой. Она не похожа ни на башкирку, ни на чувашскую старушку, ни на марийскую женщину. Это исключительно татарская женщина. Так что же такое национальный кинематограф? По какому пути он должен развиваться и какие цели преследовать? Нужно ли догонять и перегонять Голливуд, который за эти 100 лет стал просто гигантом, законодателем киношной моды, если хотите, недосягаемым идеалом? И является ли он идеалом вообще? Может, в национальном кинематографе, в частности в татарском, есть то, чего нет даже в самом Голливуде? Его душа, атмосфера, чистота. Я всегда привожу пример татарского театра. Татарскому театру чуть более 100 лет. И он поднялся уже на мировой, на академический уровень. Хотя мировому театру несколько тысячелетий. То есть за 100 лет татарский театр смог догнать и встать, занять достойный ряд в мировом театральном искусстве. И я верю, что с кинематографом произойдет то же самое. Выход именно из тупика, то есть какой-то прорыв должен быть именно в области создания аутентичного, ментального такого кино, может быть, даже этнического, потому что очень много в России возможностей снять такое аутентичное кино. Кино – это таинство жизни.
каждое поколение людей пытается его разгадать. Каждое новое поколение пытается привнести в кино что-то новое, неизведанное, что-то свое. У нас есть чем гордиться, у нас есть что помнить, у нас есть что знать. Настоящая жизнь кинематографистов со всеми трудностями и неурядицами, со своими радостями и бедами не видна зрителю. Она остается за кадром. Но люди, которые делали кино, навсегда останутся в памяти. Мы их помним за их талант, за труд, самоотверженность, честность и правдивость. За то кино, которое они снимали, за то кино, которым они жили. Кинопроизводство – это больше, чем профессия. Кино – это семья. Это родители и дети. Это друзья, это радость и огорчение. Это взлеты и падения, это мысли, чувства, душа. Когда на съемочной площадке рождается это чувство удивительной солидарности и неподдельного желания быть приобщенным к одной единой цели – поделиться тем, что так глубоко запрятано в сердце.